очередь надо отметить, что контекст этой очень строгой меры пресечения и вообще уголовное преследование в отношении господина Карапетяна, контекст этого всего – это то, что нам было известно, что Никол Пашинян дает указания своим подчиненным методом СМС-ок. А оказалось, что уже существует другой метод указаний подчиненным, в частности, правоохранительным органам и судам, и это является посты в Фейсбуке. После этого уже было понятно, что этот процесс, не начавшись, уже вышел за рамки закона. То есть в плане законности вообще тут нечего говорить. Что касается формальной стороны. В Армении существует множество альтернативных мер пресечения, начиная с подписки о невыезде, заканчивая домашним арестом. Что самая строгая мера пресечения, которая применена в отношении господина Карапетяна, тогда, когда он обвиняется в преступлении, в так называемом преступлении средней тяжести, просто это как минимум абсурд. Самое главное не мера пресечения, а сам факт уголовного преследования. Вообще, каждый человек может себя поставить на место судьи. Статья говорит, что призыв. Вообще, тот текст, который стал обвинением, вообще никакого призыва, не содержит никакого призыва. Сам Карапетян говорит о своих планах. И никого ни к чему не призывают. Особенно и в частности к призыву, не знаю, к захвате власти или чего-то еще. Это плод больного воображения одного человека, который стал документированным фактом в правоохранительных органах. И в этом плане нужно отметить, что была применена самая строгая мера. Более этой меры ничего не существует в законодательстве Армении. То есть невозможно было избрать меру пресечения арест более 2 месяцев. И все, что могли, ограничены. То есть человек может только встречаться со своими адвокатами. И все. Вероятность применения, как я сказал, выходит за рамки правового поля. Если этот процесс был в рамках правового поля, тогда вообще это уголовное преследование не должно было возбудиться, это уголовное дело не должно было возбудиться, и вообще о мере пресечения невозможно было говорить. Но все же скажу, что в соответствии с законодательством Армении такие дела могут находиться в предварительном следствии не более 6 месяцев. И после этого должны быть отправлены в суд. Я не знаю, какая будет ситуация в Армении через 6 месяцев. Армения будет ли независимой страной, будет ли дела это в Турции, я не знаю. Что-то еще произойдет, не могу сказать, но точно могу сказать, что этот процесс является абсолютно политическим. Никакого правоведения тут и в помине нету. Максимум 3 года лишения свободы, хотя там все возможные альтернативные виды наказания тоже закреплены, начиная с штрафа денежного, заканчивая публичными работами. Вероятность связана так как это политическое преследование, вероятность связана с политическими процессами. Я как юрист не могу это оценивать, потому что причины этого всего не находятся в зоне юриспруденции. Поэтому и это не та сфера, в которой я себя считаю специалистом.